Это была эйфория, люди устали от Шеварднадзе. От той коррупции, от того беспредела, нет света, нет газа, нет воды. Полицейский покупал себе должность, покупал себе машину, покупал себе одежду, оружие, и только потом шел дербанить дальше у людей деньги. Выбросили на улицу сразу за день 15 тысяч гаишников. Мы вообще расформировали ГАИ. Зураб Адаишвили признал после, когда уже уехал с Грузии вместе с Саакашвили, то есть он до сих пор не вернулся на родину, что они совершили очень много ошибок. И в том числе частично признал, что были нарушены права человека, что касаемо тюрем. Что такое демократия? Прежде всего, это частая сменяемость власти, раз. Да. Это свободная СМИ, свободная пресса, которая должна держать под контролем все, что делает власть, Да. дабы чтобы народ не возникал. Соответственно, это оппозиция. Саакашвили сделал следующее. Подкаст студии «Академия трех медведей» представляет цикл просветительных передач «История мировой экономики». И тема сегодняшней передачи – реформы Грузии. На постсоветском пространстве самой коррумпированной страной считалась Грузия. Даже бывал анекдот, когда молодой мужчина смотрел в окно, а гаишник выкручивал ему номера. Он говорит: дорогой, говорит, что ты делаешь? Я же еще ничего не нарушил. Он говорит: у меня дети кушать хотят. Им нет времени ждать, чтобы ты что-то нарушил. Вот. И этот анекдот воспринимался нормально. И также Грузия славилась большим количеством так называемых воров в законе и держателей воровского устава, пресловутого АУЕ. Но в 2003 году свершилась та самая революция роз, и пришел конец эпохи правления Эдуарда Шеварднадзе. И к власти пришел молодой реформатор Михаил Саакашвили, положил начало реформ, которые привели Грузию к процветанию. Но наряду с хорошими также было и много плохого, о чем сегодня мы поговорим с директором Центра свободного рынка Таджикистана Азизом Тимуровым. Приветствую. Привет, Искандар. Вот, я все никак не могу с вами перейти на «ты». Говори на «ты». Да все, окей, Азиз. Вот, Азиз, по твоему мнению, не являются ли реформы Грузии таким хорошо распиаренным брендом? То есть это так вот сильно распиарили, чтобы люди говорили: о, там круто, надо туда инвестиции вкладывать. Ну, даже хорошо. Я считаю, что да, это новый бренд, который выгодно позиционирует страну, Грузию. Но и основания для этого пиара есть. То есть за это время они достигли, за короткое относительное время достигли хороших результатов и имели право этим гордиться. И говорить, что мы, грузины, вышли из такого дна и сделали страну-конфетку. Ну, на их взгляд. И мы, как тоже постсоветская страна, которая, в принципе, и Таджикистан, который во многом похож на Грузию, маленькая страна с маленькой экономикой, горная страна, тоже можем, и другие постсоветские страны тоже смотрели на это, а почему и не сделать так? Поэтому я считаю, да, это есть бренд, возможно, хорошо пропиаренный, хорошо разрекламирован и распространен, но это же дает такой классный эффект для самой страны и для ее экономики. В принципе, по сути, все реформы прошли под слоганом «нужно продать все, кроме совести». Да. Или «можно продать все, кроме совести». Продается все, кроме совести. Да, если Михаил Саакашвили был, по моему мнению, рупором реформ, то есть таким эксцентричным идеологом политическим, то давай поговорим о том, кто был самым главным, наверное, можно сказать, каменщиком, основателем, кто вложил все эти камни реформ, писал их, Каха Бендукидзе. Давай поговорим о нем. Да, я считаю, что Каха Бендукидзе был архитектором грузинских реформ, он демонтировал всю прежнюю систему. Так, давай здесь сначала вкратце, да, чтобы зрителям, слушателям было понятно, кто такой Каха Бендукидзе. Каха Бендукидзе – это ныне уже покойный, это российский олигарх, это человек, который сделал свой капитал в России, начиная уже после поздних советских времен, делал бизнес, разбогател на этом, и то есть человек такого предпринимательского склада ума, очень целеустремленный, волевой, которому выпала возможность, когда началась, например, после революции роз, ему предложили пост, а почему тебе не приехать в страну? Это был такой период, когда, например, Саакашвили и новая команда, новое правительство Грузии говорила: все грузины, возвращайтесь, стройте свою страну заново. И ему было предложено такое, например: ты хороший бизнесмен, ты сделал много денег в России, у тебя есть связи, у тебя есть знания и опыт, как
сделать страну лучше, или как сделать так, чтобы экономика была хорошо, как сделать так, чтобы бизнес пошел в Грузию, и вообще как, чтобы страна была экономически развитая. И он предложил такой пост. Он менял несколько, были там разные названия, он был сначала министром экономики, потом экономического развития. Последний его должен был государственный министр по координации реформ, кажется, вот так она называлась. То есть это главный архитектор всех реформ, демонтажа всего старого, ненужного, которое тянуло страну вниз. Это команда, которая хотела сделать страну заново и создать новые правила игры. Но так он, вот так. Получается, был всего лишь один срок с Михаилом Саакашвили, так во втором сроке начался военный конфликт с Россией. И Каха Биндукидзе был вынужден покинуть этот пост, вообще покинуть правительство Грузии, так как бизнес, семья, он очень тесно был связан с Россией. И ты говоришь, он олигарх был. Сам лично он себя олигархом никогда не считал, насколько я знаю. Его каждый раз спрашивали, вы олигарх? Он говорит, нет, я предприниматель. Олигарх, говорит, хочет власти, я власти не хочу. Я, говорит, хочу сделать, чтобы было всем хорошо, удобнее. Но это его слова были, покойного. Я согласен. Сейчас слово олигарх имеет негативную коннотацию. Да. Это считается, что приближенный к власти человек, который поддерживает власть и взамен требует дележа большого куска пирога. Да. Если, возможно, он прав, но в книгах так написано. Но, как по мне, мое личное мнение, Саакашвили, в принципе, и начал сдавать, и не смог ничего дальше делать после ухода Биндукидзе. Потому что дальше вот они поднимались вместе в гору, и как ушел Биндукидзе, Саакашвили полетел вниз. Я думаю, что было много причин, почему так произошло, почему, например, реформы были приостановлены. Какие основные реформы? Если вкратце. Расскажу. Там было много реформ за 4 года. Например, они пришли к власти после революции РОС в 2004 году. Да. И, по сути, Саакашвили правил 2 срока. Первое, на волне энтузиазма, который грузины хотели что-то нового, им надоело все прежнее. Если посмотреть на какие реформы сделали, около 70 реформ, некоторые были успешными, некоторые не совсем успешными, некоторые откатились назад. Но то, что на слуху, это, в первую очередь, реформа МВД. Это полностью, например... Но об этом мы сейчас это их гордость. Позже, они сказали, мы реформили МВД, мы выбросили на улицу сразу за день 15 тысяч гаишников. Мы вообще расформировали ГАИ, потому что считали, что это не нужно. Но на 2003 год, до момента революции РОС, процент доверия населения был низкий, там порядка 5% было доверие полиции. И вот я помню, в один день были 15 тысяч гаишников уволены. Вместо этого они сделали систему патрулей, то есть это объединили, грубо говоря, функции ГАИ и ППС, и опять же их было очень мало. Вот. И создали еще криминальную полицию и запретили прокуратуре самой вести расследование. То есть он на корню все поменял по западной системе. Да, во-первых, Саакашвили имел западное образование, и он приглашал тех ребят, у него был даже такой принцип: если не знаете английского языка, вам тут не место. Поэтому он пригласил тех грузин, которые, например, учились за границей в университетах, или работали там, или жили, но имели грузинское подданство или грузинские корни. То есть он позвал тех, кто еще не закостенел, как советский человек. Верно, он был против всего советского, потому что считал, что это отсталая, это отжившая система, которая новая ничего не даст. И он старался пригласить тех, кто имел западное мышление, новое мышление, либеральное бизнес-мышление. И поэтому он приглашал ребят, давал им возможность. Это был тот период энтузиазма, всплеска энтузиазма, когда молодые ребята могли действительно сказать, что я сделал для своей страны. И он дал такую возможность. Это один из его плюсов. Поэтому, если сравнивать даже Таджикистан, говорят, что ты сделал для страны, очень трудно подобрать какие-то аргументы. Что я сделал для страны, это я, ты и так далее. Многие говорят, что если ты более перспективен, то тебе здесь не место, ты здесь не будешь развиваться, уезжай. И такие настроения были и у самих молодых грузин до революции. Они не видели себя, например, на госслужбе, она была полностью коррумпированной, не видели себя в бизнесе и так далее. Считали, что
перспектив мало. Но что греха таить, до революции РОС пик возмущения населения же вырос очень сильно. Потому что свет продавали налево, воды не было, как в Тбилиси света вообще не было воды. Да, то есть по свидетельствам самих грузин, вот я смотрел тоже, они говорят, мы людей хоронить в троллейбусе возили. То есть, и я, мало того, в Грузии, по-моему, единственное место, где было официальное такой дом посольства Ичкерии. То есть, грубо говоря, вот этот конфликт России с Чечней на тот момент, вот, грубо говоря, там была перевалочная база для террористов, чтобы перейти границу в Россию. Потому что Ичкерия, это республика на тот момент была незаконная. Да и сейчас, по-моему, непризнанная. Непризнанная. Сейчас такой республики не вообще существует. Нету, да. Вот. Существует Чеченская республика. Ну и вот, и как по мне, вот эти реформы, особенно связаны с МВД и с решением проблемы Ичкерии, воров законников. Да. А, кстати, вот по коррупции Михаил Саакашвили сказал следующее, вот я цитирую его. Коррупция – это феодальная система кормления. То есть на примере полицейских. Полицейский покупал себе должность, покупал себе машину, покупал себе одежду, оружие, и только потом шел дербанить дальше у людей деньги. Да. Но при всем при этом происходило как? Полицейский берет 10 лари, но из них только 2 лари он оставляет себе. Остальное наверх. Остальное наверх. То есть так дальше, дальше, дальше и дальше. И вот как Грузия решила проблему с коррупцией? Было в основном главное, с чего они начали, они решили, если все уже так плохо, то нечего что-то жалеть или сохранять прежнюю систему. Они просто... В чем, например, если тебя я спрошу, в чем причина коррупции, почему она продолжается? Или есть определенная слабость в контроле и в наказании, либо же есть возможность совершать коррумпированные вещи, или когда ты имеешь доступ к власти или к деньгам. Как Хабин Дуквидзе говорит, что там, где есть власть и деньги, всегда возникает коррупция. Они сделали так. Иногда они поступали на первых порах, когда только что Саакашвили пришел к власти и стал президентом, была проблема с деньгами, было мало денег в госбюджете. И придумали такой необычный, оригинальный способ, как пополнить этот бюджет для того, чтобы дальше вести реформы. Они просто, будучи министром юстиции еще при Шеварднадзе, у него было досье на многих коррупционеров и на многих воров в законе, так скажем, предпринимателей или около полукриминальных предпринимателей, которые имели достаточно капитала. И он попросил их, либо ты даешь деньги, некоторых он посадил, причем, если мы посмотрим, это один из спорных, и почему его критикуют, он поступил очень жестко, сажая людей даже за небольшие взятки, например, за $50 человека отправили в тюрьму на 10 лет. Да. Такие вещи, разумеется, это сигнал для всех остальных не трогать. Другой способ – это контроль, и они даже провоцировали людей брать взятки. Или специальные отдел, да. ходаки, специальные казаки подосланные. И люди… Был период тотального страха, например, даже в стране, когда люди не знали, стоит ли доверять друг другу или нет. И поэтому после этого они решили следовать тем правилам игры, которые были установлены. Не кажется ли то, что это просто было искоренение низшей коррупции? И в итоге привело просто... к появлению элитарной коррупции. Элитарная коррупция, да, высшая власть. То есть, на простом примере, вот ты говоришь, да, за $50 10 лет дали. Однако, когда был пойман бывший министр на тот момент железных путей и дорог Грузии, его не посадили, он просто выплатил, грубо говоря, из своего кармана наворованные $10 миллионов, на что были куплены новые поезда и улучшена система. Но он не был заключен. То есть все большие крупные коррупционеры, которые после прихода к власти Саакашвили были пойманы, также были отпущены, просто они отдавали обратно деньги. Но такой вопрос, были ли они пойманы в следующий раз на коррупции, или повторяли ли они коррупционные вещи в дальнейшем? То есть смотри, это было соглашение между правительством, но властью и ними. Либо вы даете деньги и уходите. И так было со многими, например, коррупционерами и ворами в законе, они просто переехали, например, в Россию или в другие страны, освободив страну от своего влияния.
и тем самым пополнив казну, которая в дальнейшем помогла реализовать другие реформы. То есть был жесткий отпор со стороны государства, не жалели никого, даже своих родственников. Были такие казусные случаи, курьезные случаи, когда министр, например, с ним не разговаривали его родственники. Не общались с ним, потому что он считал, что он предал их семью или их интересы во имя чего-то, какого-то неопределенного. Поэтому это было довольно болезненно. Это был болезненный переход и на уровне личностного, и на уровне семьи, на уровне... По сути, Грузия — это во многом похоже на Таджикистан, не только природой, но и вот семейными отношениями, гостеприимством, какими-то вещами, которые традиционно, например, восточное общество. Хотя это кавказское общество, более, возможно, похоже на нас. Но все-таки она далеко от нас, с другой стороны. Поэтому для них это было, и для самих реформаторов это был большой стресс. Они не знали до конца, каким будет конечный результат этого. Но со стороны, когда мы видим уже рейтинги, когда Грузия поднималась с каждым годом вверх-вверх по индексу восприятия коррупции, по ведению легкости бизнеса, по другим вещам, это показывает, что они шли в верном направлении. Опять же, возвращаясь к вопросу о элитарной коррупции. Сам Саакашвили говорил так: в принципе, я не хочу никого сажать. Я просто хочу, чтобы люди работали по закону. Тот же самый Коломойский в Грузии работал по закону, зарабатывал хорошо. То есть та же семья Шеварднадзе на момент прихода к власти Саакашвили, их бизнес в целом где-то стоил $250 миллионов. К концу правления его первого срока до миллиарда поднялся бизнес. Хотя он с них тоже неплохо забрал. Особенно все пенсионные деньги были выплачены, когда он прям с самолета, с чартерного захватили тестя. Да. Не тестя, зятя. Да. Шеварднадзе, его заключили буквально опять же на один день. Один росчерк пера, и все, в Грузии получили пенсионеры свои пенсии. Да. То есть, но он их отпускал. А человек, который просил взятку в $50, получил 10 лет. И еще его показывали по телевизору неделями, какой он мерзавец. Да. То есть люди, получается, тюрьмы были переполненными. Даже строили новые тюрьмы специально. Да. И вот бывший министр юстиции Грузии, ближайший соратник Саакашвили, Зураб Адаишвили, признал после, когда уже уехал с Грузии вместе с Саакашвили, то есть он до сих пор не вернулся на родину, что они совершили очень много ошибок. И в том числе частично признал, что были нарушены права человека, что касаемо тюрем. И, Азиз, оправдана ли модернизация страны насилием и репрессиями? Или это необходимое зло? Это спорный вопрос, смотря что мы сейчас считаем ценным, важным сейчас. Если посмотреть не только на Грузию и на другие страны, которые, скажем, авторитарные, то проведение реформ там очень быстро и эффективно происходит. Мы говорили про Китай, но мы не все раскрыли. Например, те же реформы были в Чили при диктаторе Пиночете. И сейчас Чили — это номер один в Южной Америке. Это был, например, даже Казахстан. Даже некоторые периоды в России, когда были эффективные реформы. Налоговая реформа, другие реформы, которые были проведены в России после 2000-х. Когда Путин пришел? Да, первые годы правления Путина. То есть это... В этих странах это одно из преимуществ, и многие диктаторы говорят, посмотрите, Китай очень рекламирует свою модель развития. Китайский капитализм, например. Все очень идет быстро, эффективно, и мы не теряем на обсуждении. Как, например, в парламентских демократиях, когда оппозиция говорит «нет», и всегда... В Грузии всегда это было. Всегда была в парламенте и другая оппозиция, которая всегда сопротивлялась реформам. Это всегда происходило. И были некоторые реформы, которые были или половинчатыми, или не до конца проведенными, потому что другая сторона парламента, это, по сути, часть общества, часть группы интересов, которые не хотят терять или хотят соблюдать свои интересы. И поэтому некоторые вещи были соблюдены там. То есть, если Кахари Биндуквидзе, реформатор, был очень радикален, то с другой стороны, даже его соратники старались его тормозить, говорят, пока это нам рано, пока не нужно, что люди скажут. И поэтому он был как паровоз, он все таранил, проводил, все менял, но с другой стороны была эта вещь.
Возвращаясь к твоему вопросу, оправдано ли это? Если посмотреть, и что, если мы это не будем делать? Какими какими могут возникнуть последствия? Что будет, если мы не поменяем ситуацию? А ничего не будет. Вот как есть. Мы к этому привыкнем, мы будем страдать от этого, мы будем говорить много о будущем, как реформировать страну, как модернизировать ее. Это будет или тянуться долго-долго-долго, или можно сделать быстро и потом посмотреть, какие ошибки мы сделали. Ошибок было сделано много, потому что, во-первых, это было продумано очень быстро. Это одно из ключевых вещей — быстро, скорость. Потому что команда Саакашвили считала, что если они будут торопиться, и как многие реформы вот в истории экономики, они могут затормозиться и пойти по инерции. Или могут встретить резкое сопротивление. Поэтому они решили, что бы ни было, нужно быстрее делать, а потом посмотрим. Это как наполеоновский метод. Сначала это в бой, а потом посмотрим, что Война будет. стратегию покажет. Да, поэтому с этой стороны сейчас, когда уже другие реформаторы и другие президентства других, там уже 2-3 президента сменилось. Сейчас, кажется, Саломе Зурабишвили, которая была при Саакашвили министром иностранных дел, потом послом во Франции, сейчас она президент. Некоторые переосмысливаются, говорят, да, было нарушение, были пытки в тюрьмах. И это одно из было аргументов, которые не помогли Саакашвили в третий раз выиграть. Наверное, нам на постсоветском пространстве легче об этом говорить. Мы как-то привыкли еще из истории, что можно жестить по отношению к своему народу. Да? То есть мы воспринимаем жесткость как, окей, значит так надо. Но для всего мира это оказалось чересчур. Ну и потом давайте не будем забывать то, что тюрьмы были переполнены. Да. Как ты сам сказал, Грузия семейная страна. То есть, семейными ценностями. Если у тебя в семье двоих людей посадили, а семья твоя состоит из 150-100 человек, то все эти люди будут ненавидеть эту власть. А так как там посадили, очень много людей, причем за совсем какие-то минимальные, грубо говоря, вещи, но при этом элита оставалась на свободе. Да. У элиты была возможность выкупиться. Откупиться, да. Откупиться, да. И это считалось одной из... Смотри, они подумали так, они решили, он может откупиться, и те деньги, которые он, например, совершил зло, он может компенсировать это деньгами, которые мы потратим во благо. Элемент несправедливости существует, элемент, что люди разные, и каждому разный подход существует. Он везде существует, в Таджикистане существует и во всей стране. В разных странах может быть вот эта разница между вот этими приемами, методами или подходами может быть разная, минимальная и ограниченная. Или в других странах контраст явно высокий. Я не могу ответить на это, да или нет. Всегда реформа — это жертва. Мы ставим в конце, смотря какую цель ставим. Мы хотим, например, сделать, чтобы жизнь была лучше. Во имя какой-то благой цели, к которой мы к ней идем, и мы готовы жертвовать. Реформаторы тогда готовы нужно грести всех под одну гребенку. А так не так, получится. что у тебя деньги есть, откупился, иди. А так не получится. Как показывает Грузия, да, в итоге для Саакашвили не получилось. Да. Ведь если что такое демократия? Прежде всего, это частая сменяемость власти, раз. Да. Это свободная СМИ, свободная пресса, которая должна держать под контролем все, что делает власть. Да. Дабы чтобы народ не возникал. Соответственно, это оппозиция. Саакашвили сделал следующее. Давай вспомним. Он разогнал митинг оппозиции, что не надо было делать, как я считаю, это некрасиво, это неправильно, потому что он сам с этого начинал, к этому же и пришел. Бумеранг. И тот самый случай с захватом телевидения. Тоже не надо было делать. То есть это был удар по свободным СМИ. Соответственно, закрутил всю эту машину по собственному свержению. Я считаю, что это тоже были его ошибки. А какие, как ты вот считаешь, какие у него еще ошибки были? Смотри, вот насчет вот того ситуации, которая была в 2007 году, когда люди собрались и сказали, в основном были против его жестких и крутых методов. В тюрьмах. И в тюрьмах, да. Потому что были несколько бунтов, их подавляли. Были пытки, это признавали потом само правительство. Но мы посмотрим, что было дальше.
Ведь его же избрали на второй срок после этих событий. Он признал, и правительство признало свои ошибки и сказал, да, я согласен с вашим требованием, я организую второй, как это называется? Второй тур реформ, скажем. Не второй тур реформ, выборы, досрочные выборы. Досрочные выборы, и он выиграл досрочные выборы. Если посмотреть его первый срок, как он пришел к власти, он пришел через обещание создать новую Грузию. Это была эйфория, люди устали от Шеварднадзе, от той коррупции, от того беспредела, нет света, нет газа, нет воды. И он это устроил. Хотя, например, он как это сделал? Он просто создал условия, приватизировал все или большую часть всего, что можно было приватизировать из оставшихся вещей. Но второй раз, когда уже не было эйфории, когда видели какие-то негативные стороны этих реформ, его правления, все равно его избрали. Почему? Потому что посчитали, что страна и курс идет в верном направлении. Да, мы пострадали, да, мы получили шишки, но в общем тренд правильный. Это как лечение, которое неприятно, больно, пилюля горькая, но тем не менее. И он как бы... Выборы показали, что, в принципе, население, электорат поддерживает его курс. В последующем, когда, например, был мировой финансовый кризис 2008 года, да. И августовские события, война с Россией, и после, как бы, когда часть страны уже отходит непонятно куда, это вот Южная Осетия и Абхазия, там до сих пор находятся, например, российские военные, и грузины, и националистически настроенные грузины, и вообще обычные люди смотрят на это как на часть оккупированной территории. Это весьма спорный, очень тонкий лед, который зачастую этический вопрос. Оправданы ли жертвы определенных людей или групп людей во имя какой-то благой цели? Потому что мы знаем, были другие благие цели, которые привели к массовым жертвам, например, тот же Китай, тот же Советский Союз экспериментом, большевистский, потом коммунистический эксперимент, который там перемолотил больше многих людей. Но история, я думаю, покажет нам, да. Что сейчас в Грузии. Но сейчас мы видим, сейчас в Грузии уже не Саакашвили, не его партия, хотя она присутствует в парламенте, но тот импульс, который он задал, его команда задала, идет. Некоторые вещи были... или заторможены, или остановлены. Но то, что он сделал в начале своего пути, это приватизация. Приватизировал многие вещи, которые считались вообще немыслимыми приватизировать. Например, ГЭС, водопровод, телекоммуникации и так далее. Был такой подход. Если можно считать в комплексе, посмотреть на всю работу реформаторов, то были три вещи, которые они треми словами можно описать. Это дебюрократизация, сложное слово, то есть сокращение госаппарата. Ликвидировали или распускали те органы, департаменты, агентства, то, что не работает, то, что коррумпировано, то, что если без них можно прекрасно существовать. Это все уходило. Антимонопольная служба не нужна. Где-то лицензии. Децентрализация МВД. Да, децентрализация МВД. Вообще там вот все правоохранительные и органы безопасности включили в один МВД. Да. То есть это госбезопасность, это охрана границ, все входит вот именно в силовую структуру в МВД. Ликвидировали больше сотни разрешительных документов, лицензий и так далее. Устранили ГАИ. Не нужно ГАИ, нет ГАИ и нет коррупции. По сути, ГАИ и в Грузии, и сейчас было предоставлено самообеспечение за счет населения. Естественно, так и было. Видишь разницу или сходство с Таджикистаном? Ведь похоже же? Тут как, я бы или не совсем? Не совсем. Но, разумеется, они получают зарплату, выделяемую бюджетом. В том-то и проблема, что если, грубо говоря, верхушке не надо, и она боится, она не будет требовать у низов. Да. Там-то в этом вся проблема была. Гаишники не брали бы эти деньги, если с них не требовали свыше. Верно. Стимул был в обратную сторону. Конечно. Не смотреть на то, что... Но, однако, пострадали все-таки низшие чины. Если так взять, по большому счету, вот эти репрессии, они все коснулись низших чинов, мелкого бизнеса. Я согласен. То есть,
делалось как бы для народа все, Да. но он больше всех и пострадал. Те, кто смогли откупиться, откупились. Это мое личное мнение. Скажи мне какие-то реформы, которые население или большинство не пострадало. Страдает сначала, или жертвует, скажем так, жертвует чем-то сначала большинство населения. Я думаю, в следующий раз поговорим на эту тему реформ. Давай как-нибудь одну тему возьмем, реформу Петра Первого. Раз уж пошли о реформаторах. В следующий раз. Да, в следующий раз. Но вот смотри, Азиз. Да. Почему у Грузии получилось сделать так, что экономический рост составил 12% в год? Такого не было ни у одной постсоветской страны, даже у прибалтов не было такого, что 12% в год, грубо говоря, ну, как бы это ни звучало не политкорректно, из грязи в князи, мгновенно. Как у них это получилось? Если вот подытожить в сухом остатке. Так, в сухом остатке, если подытожить, это вот эффект, который они делали из комплекса всех реформ. Сделали бизнес так, чтобы бизнес был, и иностранные инвестиции приходили сюда, начали работать. Устранил все препятствия, это прежде всего в налоговой сфере. То есть, если сказать, не углубляться, было много, например, и в таможенной сфере, в налоговой сфере было около 22 налогов, стало 7. И сейчас они думают, сделаем 4, и в конце, вот, в идеальном, в обозримом будущем оставим только НДС. Потому что, по сути, НДС – это самый главный налог, доходоприносящий и бюджетообразующий. То есть это налоговая реформа. Устранили те барьеры, которые мешали бизнесу. Пожарные, другие. Чтобы бизнес не тратил много времени и ресурсов для того, чтобы выживать. Это создание имиджа, это создание либерализации политической и других вещей, которые могут быть разрешительных документов, отмена многих виз, чтобы развивался туризм, чтобы приезжали бизнес-туристы и вкладывали в страну. Это популяризация вот со всех рупоров. Мы новая страна, приезжайте, работайте, вкладывайте деньги, мы устроим. И даже в Конституции Грузии... Раз, мы, получается, налоги упростили. Два, коррупцию победили на большей части, да. Соответственно, сюда же МВД входит. Да. Реформа МВД, которая борется с коррупцией. Открылись бизнес инвесторам с других стран. Да. 4. У нас теперь есть свет, хорошие дороги, газ, вода, инфраструктура. То есть они все сделали для того, чтобы люди приехали и открыли свой бизнес. Нет коррупции, не прессует МВД, налоги удобные, инфраструктура есть. Открыть и закрыть бизнес очень легко. Все упростили, чтобы людям было выгодно работать, выгодно вкладывать. И они должны чувствовать, что в этой стране выгодно работать. И местным населению грузинам, иностранным спикерам, иностранным акторам. Я просто хотел еще под конец дополнить, что, например, в Грузии, грузинской конституции новой, они уравняли права резидентов и нерезидентов. То есть грузин и не грузин, граждане другой страны, имеют те же права, может защищаться в грузинском суде, может покупать землю, может покупать недвижимость, но там есть определенные ограничения именно с землей, у них было вот споры с земельной реформой и так далее, и так далее. И поэтому это тоже способствовало тому, чтобы иностранный бизнес, иностранные граждане приходили и покупали недвижимость, приезжали отдыхать или там что-то другое делать. Сейчас команда этих реформаторов грузин, они в Украине. Да. И сейчас большой вопрос, они сделают все то же самое или увидят те ошибки, которые они совершили там, и смогут сделать лучше? Я думаю, что, во-первых, не вся команда находится в Украине. Ну, грубо говоря, ее лидеры. Ее лидер, да. Но просто у Украины огромный потенциал. Она может стать своим Китаем для Европы. Верно. Но в Украине много сейчас проблем существует, которые могут эту мечту не сделать реальностью. Россия не даст. Не только в этом. Внутри самой страны много проблем. Я считаю, что даже у Саакашвили есть имидж реформатора. Он сделал свою страну конфеткой, можно так назвать. И украинцы хотели попробовать, например, с Одесской областью. Толково не вышло. Не получилось, потому что там он был номер один, он был лидером своей страны, и он то, что хотел делать, здесь он не может делать. Потому что, во-первых, он не только лидер только одной области, но Украина
страна, в которой много точек власти, точек влияния. И он не может продвинуть то, что он хочет. Вот что интересно, Саакашвили жаловался, то, что в Украине ему не давали бюджета ни на канцелярские, ни на перелеты, ни на что. И он говорит, нас типа говорили, ну иди, найди сам, у бизнесменов потряси. Да. Его это дико возмущало. Да. Но, однако, в Грузии-то он делал то же самое. Денег не было, он тряс бизнесменов. Почему сейчас его это бесит так? Вопрос в этом. То есть тогда он это считал нормальным. Откупись и иди дальше. А здесь, видите ли, нет, дайте мне с бюджета. Это связано с чем? Он боится не на своих наезжать? Нет, я не думаю, что только в этом. У него действительно меньше возможностей, чем было в Грузии когда-то. Это одна из причин. То есть он не столь всесилен, каким был он до этого. И к тому же, не только он один, он сам признал, во многих вещах я не сведущ, и поэтому он создавал команду. Той команда, которая была при нем, это был Зораб Живани, премьер-министр, это потом, который умер при загадочных обстоятельствах, сам Каха Биндукица и другие ребята. Тот запал, это было просто такое окно возможностей, когда они просто выстрелили, и это дало. Сейчас, когда в Украине много проблем, там высокая коррупция, там высокий уровень безработицы и так далее, там недостаточно ресурсов. Хотя страна имеет большой потенциал, это просто огромная страна, да, по сравнению с Грузией или даже с Таджикистаном. Это просто... У нее 40 миллионов человек, да? Да. В Грузии 4,5 миллиона человек. Ну вот, да, то есть, грубо говоря, почему говорю, Китай может У него стать... короткие руки, скажем так. Да. Но это был подкаст «История мировой экономики» с Азизом Тимуровым. Сегодня мы с вами обсуждали Грузию, поэтому подписывайтесь, слушайте нас везде, где только можно слушать подкасты, смотрите нас на всех площадках. Всем пока!